Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как иностранец с поддельными правами и паспортом устроил крупную аварию. Его пропускал два машины, а потом он менял дорогу. На пьяного молитва не подействовала. Как можно меньше дать срок человеку, который забрал другого жизнь. Приговор мужчине, убившему пенсионерку, которая хотела его вылечить от алкоголизма. А также внимание световым приборам. При любом маневре вы обязаны включить согласно правилам дорожного движения. Автоинспекторы взялись за поворотники. Это и не только прямо сейчас. Один человек пострадал в результате столкновения двух «Рено Логан» на перекрестке улиц Гагарина и Декабристов. По предварительной версии, водитель одной из них при повороте налево не уступил второй иномарке. Ее водителю потребовалась помощь медиков, но от госпитализации он позже отказался. Почему виновнику помимо ответственности за ДТП может грозить и уголовное дело, знает Нафиса Минязова. Водителю одной из иномарок пришлось вызвать медиков. Врачи оказали ему помощь на месте и диагностировали ушиб кисти руки. Однако от госпитализации мужчина отказался. Тем временем предполагаемый виновник рассказал, куда спешил. Да, я на тренировку еду, я просто здесь соревнования приехал. Я выступаю за республику Татарстан. Однако спешка к хорошему не привела, и на пересечении улиц Декабристов и Гагарина он врезался в иномарку той же модели. Видел светофор красный мужу, а потом поворачивал, его пропускал два машины, а потом он менял дорогу. Мужчина явно нервничал, но старался этого не показывать. И только после приезда автоинспекторов стало ясно, почему он так переживал. Автоинспекторы, проверив документы предполагаемого виновника аварии, выяснили, что водительское удостоверение и паспорт у него поддельные. Им он рассказал, что пошел на такой шаг из-за того, что его уже как-то депортировали из России. После того, как стражи порядка определили, что документы поддельные, мужчина попытался сбежать, но его догнали, задержали и надели на него наручники. Сейчас помимо ответственности за ДТП ему грозит и уголовная ответственность. Законом за подделку документов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. А на пересечении улиц Фучика и Софиуллина пострадала 48-летняя автоледи, а женщина, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», поворачивая налево с Фучика, столкнулась с «Шевроле Кобальт». Последняя отбросила в ограждение, пострадавшую госпитализировали. Серьезная авария произошла ранним утром в поселке Салмачи. На улице Центральная лоб в лоб столкнулись «Лада» 15 модели и «Шевроле Нива». С места происшествия медики госпитализировали девушку с ребенком. Оба находились в салоне «Лады». По предварительным данным, 15-ю занесло и выбросило на полосу встречного движения. Подробности в материале Ленары Гинатуллина. После столкновения на место происшествия прибыли пожарные и медики. Помощь последних потребовалась девушке и ее ребенку. Оба находились в «Ладе» 15-й модели. Но ребенком ничего не было, не пострадал. Ну просто на всякий случай на обследование привезли. Сама села в скорую уже. Как сообщили сотрудники ГИБДД, трехлетний ребенок в результате аварии получил ушиб правой кисти. Его мама была госпитализирована с сотрясением головного мозга. Пассажир «Шевроле» рассказал, оба автомобиля двигались навстречу друг другу. В какой-то момент «Ладу» занесло и выбросило на полосу встречного движения. При этом скорость у автомобиля была невысокой. С утра, даже движение-то поток был вообще такой уж не сильный. Я не знаю, как уж ее так занесло. Просто сделать ничего даже не успели. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и не могли покинуть место столкновения без помощи эвакуатора. Ленар Гинатуллин, Айрат Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112. «Лада» 14-й модели, вилявшая из стороны в сторону, стала причиной массовой аварии на проспекте Имашева. Отечественный автомобиль стал заносить, и запаниковавшие водители, едущие за ним, начали притормаживать. Чтобы избежать столкновения со скользившей по снегу машиной, они не столкнулись, но протаранили по принципу домино 4 автомобиля. Повреждения были не сильными. Автомобиль каршеринга попал в аварию днем на улице Декабристов. По предварительным данным, водитель арендованной машины не справился с управлением на скользкой дороге. Volkswagen занесло и откинуло на подземный пешеходный переход. Водитель не пострадал, теперь ему придется компенсировать причиненные убытки. Приговор мужчине, обвиняемому в жестоком убийстве своей соседки, огласили сегодня в Челнах. Женщина решила своими методами, молитвой и заговорами вылечить мужчину от пьянства. Однако такая терапия на него не подействовала. Тело женщины нашли с 3 десятками ножевых ранений. Подозреваемый момент убийства не помнит, но вину полностью признал. Юлия Муратова продолжит.
Мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки, был соседом погибшей женщины. Официально не работал, злоупотреблял спиртными напитками, даже стоял на учете в диспансере. В тот день соседка предложила ему свою помощь в борьбе с алкоголизмом, вызвалась зачитать молитву. Когда он схватился за нож, до сеанса или после, не помнит. Но в нанесении пенсионерки более 30 ударов в область жизненно важных органов сознался. Женщина скончалась на месте. Состояние опьянения сторона обвинения посчитала отягчающим обстоятельством. Назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вопрос о вещественных доказательствах решить при вынесении приговора. Гражданский иск потерпевшей Шакировой удовлетворить в полном объеме. Защита просила назначить менее строгое наказание в связи с признанием вины и отсутствием судимости. Однако, по словам помощника прокурора, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. На заявление адвоката дочь убитой отреагировала категорически. Как можно меньше дать срок человеку, который забрал другого жизнь? Это видите? Вы можете об этом не заикаться, даже меньше срок. Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального вреда и потребовал подсудимого выплатить дочери погибшей пенсионерки 500 тысяч рублей. Юлия Муратова, Валерия Новожилова, Сергей Вилданов, Ильнар Султанов. Вызов 112. В Московском районном суде Казани отложили старт дела в отношении отставного подполковника МВД Ильнара Залялова и его брата Динара. Обоих обвиняют по статье мошенничества. По версии гособвинения подозреваемые получили 25 миллионов рублей. Взамен они должны были освободить из-под стражи предполагаемых лидеров ОПГ «Тукаевские» и снять с них обвинения. Кроме того, Ильнару Залялову предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Следствие считает, что, работая начальником отдела по борьбе с организованной преступностью, он получил взятку в размере 500 тысяч рублей. Брал и строительными материалами. Сегодня обоим обвиняемым продлили арест до 19 февраля следующего года. Кроме того, по ходатайству прокурора дело было передано в Кировский суд. Подсудимые по предъявлению обвинения вину не признают, указывают о том, что никакой причастности к предъявленному обвинению не имеет, а никакие противоправные действия не совершают. Не забывать предупреждать о своих маневрах, напоминают водителям автоинспекторы. В Казани по неофициальной статистике чуть ли не каждый второй маневр совершается без включения поворотника. Безопасности на дорогах это никак не способствует. Айрат Назипов сегодня убедился, что водители не предупреждают о поворотах действительно часто и спросил нарушителей, почему. Не включил поворотник, нарушил правила. Спорить с этим утверждением, особенно когда все зафиксировано, бессмысленно. Почему при перестроении не включаете указатели поворота? Ну так вышло. Впрочем, некоторые водители с огромным стажем вождения порой и сами не замечают нарушения. Аргументируют тем, что никому не создают помех, даже на оживленной дороге. Между тем, маневры без предупреждения становятся своего рода болезнью казанских дорог. По неофициальной статистике автоинспекторов чуть ли не каждое второе перестроение или поворот совершаются без указателей. Может, я перестроился, не включив поворотник? Но я в любом случае постарался никому не буду мешать. Надо всегда должна включать, когда перестраиваетесь. Ну, это же правило. Может быть, надо, может быть, и где-то надо, где-то, как говорится. С таким девизом выезжал со двора без включенного поворотника водитель Део Некси. Пока инспекторы оформляли нарушение другого водителя, молодой человек прямо на их глазах выехал на проезжую часть, никого не предупредив световыми указателями о своих намерениях. Объяснял тем, что ехать он может только направо, а потому включать поворотник в таком случае будет лишним. Да, включаю спокойно, а сейчас зачем? При любом маневре вы обязаны включить, согласно правилам дорожного движения. Проблема с поворотниками не только в том, что их не включают, напоминают инспекторы. Некоторые включают их слишком поздно, другие, используя их, думают, что у них есть приоритет, а некоторые и вовсе вводят автомобилистов в заблуждение, поворачивая не туда, куда показывали. Все это считается нарушением правил дорожного движения. Всего на сегодняшний день по городу Казани за нарушение правил маневрирования более 28 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности, но тем не менее вынуждены констатировать, что водители часто забывают о включении световых приборов для того, чтобы обозначить свои маневры, тем самым создают предпосылки для аварийной ситуации. Чтобы водители не забывали о правилах дорожного движения, инспекторы намерены проводить подобные рейды регулярно. А тех, кто забывает или попросту не хочет включать поворотник, ждет либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.